комитет, у вас одна из целей создания Олимпийского комитета – это взаимодействие в треугольнике родитель, ученик, учитель. Да? Понимание, взаимодействие, да? Убрать какие-то преграды. И сегодня мы хотели бы вам представить просто как презентацию систему обучения по базарному. Андрей Андреевич Овсянников, преподаватель, куратор, очень мощный человек. Когда я с ним познакомился, такое ощущение, что вот давай 5 минут поговорим и расстанемся. Через 20 минут общения у меня появилась идея привести его в Можгой и рассказать об этом в Можге. Вот я об этом криво расскажу, поэтому прошу специалиста, будьте внимательны. И все-таки вот кто сзади, давайте вперед сюда. Или давайте кто сзади, мы на них будем эксперименты проводить. Ладно, проведем немножко. Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Андрей Андреевич Овсянников. Я по базовому образованию СМУ военнослужащий, военный инженер космических войск, отслужил на космодроме Плесецк. Там еще начал заниматься здоровьем своим, детей, и всех окружающих. Не знаю, так легло как-то. Вот. Потом пошел в педагогику, и методикой базарного в целом занимаюсь уже 10 лет приблизительно. Получил образование также, кроме Академии Казахского инженерной, это военный институт физической культуры по физиологии, и педагогическая переподготовка. Вот. В принципе, достаточно. Почему, как вы думаете, на первый слайд такой вопрос вынесен? Почему? Потому что от ответа на этот вопрос напрямую зависит, как мы будем воспитывать наших детей, какие они выйдут из нашей системы образования, как вообще мы будем строить нашу систему образования и какой мы образ жизни у детей наших будем формировать. Следующий слайд, пожалуйста. Вот на этот вопрос у нас в целом в культуре мы нашли ответ в словаре дали. Человек классифицирует на 4 типа. Соответственно, наиболее развитый – человек благодатный. Также определение человека мы встретили в трудах нашего основоположника педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Следующий слайд, пожалуйста. Мне так посчастливилось, что я работал в этой гимназии заместителем директора и учителем. Работал. Вот. И она до сих пор стоит. Там, в тех же зданиях. Соответственно, о чем высказывание? Если мы хотим воспитывать человека во всех отношениях, то мы прежде должны его узнать во всех отношениях. Мы каждый день с вами вроде как ходим на работу, отдали хорошую школу, хорошему учителю, вроде все соблюдаем, но, к сожалению большому, у нас Советского Союза как минимум, а и так еще и раньше, тенденция ухудшения здоровья не меняется. Почему так? Если мы все правильно делаем, и мы желаем добра своим детям, у нас тенденция сохраняется. Вот. А давайте посмотрим, что говорили нам наши великие ученые на тему образа жизни. Как образ жизни человека должен строиться. Следующий слайд, пожалуйста. Иван Михайлович Сеченов. Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится к мышечному движению. Вопрос, сколько процентов в день мы двигаемся? Хотя бы по принципу не сидим. 10.
10%, да? Хорошо. Ну, а? Все по-разному. Ну вот кто больше 50? Вот по принципу не сидим. Ну вот у нас есть, мы 8 часов спим, есть день, 16 часов, кто 8 часов не сидит. Все 8 часов. Ну, с перерывами там и так далее. Вот. У нас есть положительный пример. Ну, я вам скажу про себя, я с некоторого времени тоже не сижу. Я уже когда замдиректора работал, у меня стояла конторочка. То есть я работал стоя, но об этом далее. Дальше следующий слайд, пожалуйста. Лезгов Петр Францевич. Очень мало почему-то, вот в некоторых курсах педагогики даже его нету. Основоположник физической культуры наш. И тоже у него есть работа по воспитанию, семейное воспитание, его значение. Мало кто знает, но там он расписал от того, как мама воспитывает своего ребенка, мама же первый педагог, так этот ребенок начинает мыслить и вести себя в обществе. Правду он говорит или неправду. Но об этом другой разговор большой. Суть в чем? О чем он говорит про образ жизни? Двигательная активность человека в раннем возрасте является важнейшим способом познания окружающего мира. Соответственно, что дальше? Как он это познает, это определит его умственную работоспособность и жизнедеятельность. Следующий слайд, пожалуйста. Умственное и физическое воспитание должны идти параллельно. Что значит параллельно? Это вот прямо сейчас ребенок двигается и прямо сейчас познает мир. У нас как учебный процесс построен? Сидим, обучаемся, мозг накачиваем, изучаем правила какие-то, орфограммы и так далее и тому подобное. И 2 урока физкультуры. Отдельно. То есть вообще вот все разделили. Следующий слайд, пожалуйста. А вот наш образ жизни. Тугое пеленание. Это первое, с чем сталкивается ребенок, который пришел в наш мир. Что такое тугое пеленание? Ну, знают, наверное, что спит хорошо потом. Замечательно. На какой промежуток времени ориентирована психика новорожденного? Сколько он может терпеть? Кто скажет? Нисколько, правильно? Все мамы знают. Так мы его обездвиживаем. Мы его обездвиживаем, и у него стресс. Понимаете? И от этого стресса защитная реакция сон. Красота вообще. Дальше, пожалуйста, коляска, детский сад, стульчики, школа, гимназия, ну и там университеты вообще. Следующий слайд, пожалуйста. Вот она, та самая поза. Эту позу в советское время показывали разным специалистам в своей области, академикам, по легким, по сердечно-сосудистой системе, по опорно-двигательному аппарату, по зрению, и все сказали, что их патология начинается с этой позы. На что обратить внимание надо? Расстояние от кончика пишущего предмета до глаза обратно пропорционально стрессу, который получает ребенок. Стресс равно отравление ядами. Селье Ганс, 1952 год. Физиологическая реакция одинаковая. То есть ребенок, включившись вот так в напряжении, в буквальном смысле отравляет свой организм. И у нас это в каждой школе происходит, к сожалению, большому. Дальше в следующий раз. Следующий слайд, пожалуйста. Это уже современная школа. Дальше. Это уже мы видим сон-защитная реакция. Дальше, пожалуйста. А что происходит с позвоночником, когда у нас такая поза? Видно, да, схематично? Между позвонками хрящички.
Чем хрящ отличается от другой ткани? Там нет кровеносных сосудов. Нет. Он получает питание и отдает продукты жизнедеятельности только из окружающей жидкости. Соответственно, нормальная работа какая? Нагрузка, разгрузка, нагрузка, разгрузка, сжатие, расслабление. Кто у нас может сидеть в таком режиме? Так, подпрыгивать надо, получается, немножко, чтобы соблюдать физиологию. Вы видите, каждый позвонок отвечает за свой орган. Где искривление, там недостаточная работа органа. Дальше, следующий слайд. А это из рекомендаций Минздрава советского, который вот, в будущем будем разговаривать попозже немножко. Вот эта поза угнетает регуляторную сферу. Что происходит с ребенком, когда он слышит звонок в первом классе? Мальчик особенно. Он подпрыгивает и бежит, куда глаза глядят. Почему? Потому что эта поза угнетает регуляторную сферу, он не контролирует себя, он не осознает, что он делает. Следующий слайд, пожалуйста. А есть у нас дети усидчивые? Есть. Есть. Вот. Это что значит? Что эта поза сидячая у этих детей более устойчива уже. Более устойчива. О чем там написано? Чем устойчива эта поза, тем более выраженные хронические заболевания. Следующий слайд. Ну и теперь то, что в СМИ заявляют наши высокие умы. Президент Трамп в 2006 году: у нас больше не осталось здоровых выпускников школ. Следующий слайд, пожалуйста. Главный педиатр нештатный Минздрава, академик Баранов. Более 50% юношей и девушек имеют такие заболевания, которые могут привести к бесплодию. Следующий слайд, пожалуйста. Это все в СМИ. В открытых источниках можете сами найти. Психиатр главный. 70-80% от общего числа участников пограничные психические расстройства. Следующий слайд. А вот тоже цитата. Программа школьная, в буквальном смысле калечит ребенка. Вот. Откровение такое. Главный педиатр говорит, а Министерство просвещения почему-то вот никуда ничего не делает. И родители даже не знают. И по телевизору, более того, не показывают никому. Спите, дорогие родители, спите, спите, спите. С вами все хорошо. Следующий слайд. А это Владимир Филиппович Базарный, который провел более 6000 операций. Он хирург, офтальмолог изначально. По первому образованию вообще музыкант, профессионально играет на аккордеоне, играл. Он работал в Сибирском отделении Академии наук. И когда он работал, он оперировал глаза. Оперирует, проходят годы. Когда он пришел, он делал 2-3 операции в неделю. Через несколько лет он стал делать 2-3 операции в день. Он понял, что что-то произошло в школе, в школьной среде, и вообще в детской среде, что стало портить зрение у детей. Так вот, как он здоровье определяет? Здоровье – это резервы сил, иммунных защитных, физических и духовных. Они не даются изначально, а взращиваются по законам воспитания. Наука воспитания является педагогикой. Первый педагог кто? Мама. А где вы видели в школьной программе, как обучают быть мамами?
Вот, к сожалению, у нас много вопросов, которые не проработаны по определенным причинам. Что вот это вот определение нам дает? Педагогу дает понимание, что мы можем с вами, как педагоги, поднять здоровье детей. Сколько точек держит ребенок? Сколько точек опоры у него, если так точно? 4, правильно. Стопы, сидушка, спинка стула и стол, столешница. Как вы думаете, что может в этой позе, когда его 4 точки держит, ребенок сделать? Правильно, вот мы смотрим на уроки. Начинаешь болтать ногами, снижает вниз, ложится на стол. Что еще делаешь? Голова склоняется. Следующий слайд. Так вот, как за сохранение этой позы боролись раньше? Прямодержатель Кальмана. Середина 20 века. Угадайте с 3 раз что через 2 года? Деформация лицевой части черепа. Но с осанкой все хорошо. Зато ничего страшного, что там лицо помято немножко. Дальше, пожалуйста. Вот это индийский вариант. Тоже такой себе. Но смотрите внимательно, причина-то не убрана наклоном. Следующий слайд, пожалуйста. Это китайский вариант. Вот вы представляете, это массово сейчас такие вот, ну как это слово подобрать, антинаклоняторы? Ограничители. Ограничители, да. Калечат немножко китайских детей. Но опять причина не убрана. Видите, они все равно хотят поступиться. Вот. Об этих причинах впервые в Российской империи заявили нижегородские дворяне, направив письмо, петицию Николаю II. В школу мы отдаем детей здоровыми, а получаем больными. Так более того еще, вроде в школу отдали ничего не знающими, не способны, ничего не знающие, преждевременно стареющие. Это нижегородские дворяне написали. А что нам говорят СМИ? Почему же у нас портится здоровье населения? Питание, экология, правильно, да? Вот. А что было в 19 веке? Наверное, там у дворяне-то лучше питание было. И домашнее все было. И экология, наверное, получше была. Но тем не менее, пишут письмо. Дальше, пожалуйста. А это фотография, тоже принесенная на Всемирный конгресс доктором Замиротом из Богемии. Был у нас 3 всемирных конгресса в начале 20 века. Более 1600 делегатов собрались со всего мира 3 раза. В Нюрнберге, в Лондоне и в Париже. И везде. Ребенок за время школьного обучения приобретает примерно 1,5 диагноза. Еще тогда, когда не было у нас МРТ, КТ, там, кардиограммы и так далее и тому подобное. Не могли по внешним признакам только оценивать, по симптомам. Дальше, пожалуйста. И отсюда зародилась у нас наука гигиена. То есть поняли тогда, что нужно следить за здоровьем в школе. У нас в стране этим занялся Федор Федорович Весман. Дальше, пожалуйста. Это у нас парта Весмана. Усовершенствование инженером Короткова, где были применены такие технические решения, что ребенку невозможно было сутулиться.
тут была полочка нижняя, тут была наклонная поверхность, которая компенсировала трапециевидное искажение листа. Спинка, соответственно, близко к столешнице подвинута. И все это ростомерное. Но, к сожалению, большому. Даже эта фаза не решала всех проблем, хотя многие решала. Следующий слайд, пожалуйста. Вот смотрите, пожалуйста, все парты Эрисмана. Но как сидят дети? Наклонившись. Об этом далее. Почему? Следующий слайд. Это еще одна базовая информация, от которой вам стоит отталкиваться. Вы знаете, что вот через 15 минут на уроке вот вы проводите урок, и глазки немножко гаснут. Знаете, да? Вот, пожалуйста, эффект. Так это мозг перестает работать в нормальном режиме. Просто. Соответственно, чтобы его включить, нужно ребенку встать, хотя бы и пройтись. Следующий слайд, пожалуйста. О причинах. Одна из причин наклона головы – это трапециевидное искажение на горизонтальной поверхности. Мы никогда не держим ни ноутбук вот так, экран, да, ни телефон вот так, ни книгу так не читаем. Мы всегда соблюдаем вот этот угол, чтобы у нас 90 градусов было, чтобы у нас был здесь прямоугольник. Это причина, по которой дети вот так клюют носом, потому что они инстинктивно стараются компенсировать это искажение. Соответственно, на парте это учтено, но спина, как мы видим, все равно не прямая. И все равно, даже в советское время шло ухудшение осанки. И конторка – это стоячая поза, физиологическая, когда ребенок, наоборот, исправляет свою осанку, не замечая абсолютно, когда он работает. Следующий слайд, пожалуйста. Откуда это взялось? Вот, пожалуйста, конторские работники. Слева мы видим, где люди могут и стоя, и сидя поработать. То есть там высокие стулья. И такой наклонная поверхность для работы стоя. Дальше, пожалуйста. Угадайте, что это за комната такая? Никто не был там? Это Царскосельский лицей, комната Александра Сергеевича Пушкина, где мы видим тоже конторочку. Вот. Соответственно, за ней Александр Сергеевич делал свои уроки. Дальше, пожалуйста. Это у нас Владимир Филиппович Базарный. Следующий слайд, пожалуйста. Первый опыт применения его технологий, один из первых, это Архангельск, интернат для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. До того, как туда поставили стоячие рабочие места, там дети занимались только лежа, потому что сидеть им нельзя. Что произошло через 4 года обучения в начальной школе? 90% инвалидность сняли. Понимаете? Позвоночник распрямился. Смена поз – это базовый вариант. Я очень вам рекомендую и дома, и в школе менять эти позы. В школе хотя бы на 10 минут поднимайте детей. Ой, на 10 минут. Каждые 10 минут на 1 минуту поднимайте детей. У них активизируется кровообращение. Дальше. Так вот, мы дошли до диаграммы, которая нам показывает, какой вес того, что мы делаем в здоровье наше. Какие факторы влияют на наше здоровье? Первое – это состояние окружающей среды и питания. Никто не говорит, что они совсем не влияют. Но по оценкам зарубежных и наших специалистов 25% это влияние всего.
Генетика 15%. Но это на самом деле много. Многие пишут, что 3%, 10%. Ну ладно, 15%, хорошо. Медицина, то есть деятельность служб здравоохранения, насколько влияет? Всего 10%. И образ жизни наш на 50%. Вы приходите к доктору, а он вам тут говорит, спрашивает, так, а у вас горло болит? А как вы двигаетесь? А как вы встаете? А как вы спать ложитесь? А сколько вы сидите подряд? Наверное, не так, да? Он вам сразу берет и выписывает вам что-то от горла. Ну, маленькую историческую справку дам. Вот. Что у нас сейчас медицина, к сожалению, мы в министерстве были на совещании, и медицинская академия в Ижевске проводит конференции. Все понимают уже, ну вот, что система медицинская, она не лечит заболевания, она лечит симптомы. Вот не знаю, почему до сих пор так это все происходит. Дальше следующий слайд. Да, вот наш образ жизни какой. Если мы посчитаем, сколько мы непрерывно сидим, точнее, даже давайте не сидим, а двигаемся в день. Встали, проснулись, сходили в туалет, позавтракали, сидя, все сидя. Ну, по квартире там что-то перемещение, так, 3 шага. Спустились на лифте, сели в машину, приехали до школы, детей отвезли, дети пошли бегать? Нет, они пошли сидеть за уроки. А уроки отсидели, сели в машину, на секции, музыкальные школы, приехали, делаю уроки, Марья Ивановна заругает, делай, поужинали, легли спать. Красота. Сколько на движение осталось у нас? Удивительно. Если секции есть спортивные, то ребенку повезло. Это средний режим городского жителя, к большому нашему сожалению. Очень большому сожалению. Следующий слайд, пожалуйста. А это данные последних исследований 4 московских школ. 11 лет следили за одними и теми же детьми, которые поступили в 1 класс и до 11 класса отучились. 4 московские школы. Мы видим в 1 классе 4,3% абсолютно здоровых по меркам современной медицины детей. То есть это первая группа здоровья. 4,3%. Угадайте, сколько осталось детей в количестве в 11 классе к концу исследования? 0. Ни одного ребенка. То есть там не просто 0, примерно около нуля, вообще ни одного. 4 группа здоровья – это хронические заболевания, которые постоянно беспокоят. То есть отвлекают от нормальной жизни. Процент сопоставимый с тем, который был у здоровых детей. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. Соответственно, отсечение мы видим весь спектр заболеваний. А как влияет классика методики Базарова? Давайте посмотрим. Сердечно-сосудистая система. Каждый 20-й инфаркт-инсульт – это школьный инфаркт-инсульт. Это данные тоже московские исследования. То есть каждый 20-й. Половина детей погибает, половина инвалидами становится, к сожалению, от половины. И четверть нормально. Близорукость. Все знаем, 1 класс прошел, как минимум 10% надевает очки. Сразу же в 1 год. Методика Базарного написано в советских рекомендациях. Заключение
Советской академии наук Сибирского отделения. За 3-4 года обучения в 3 раза падает близорукости, нарушения сам. Обратная ситуация. Нервно-психические нарушения. Дети по методике Базарного, которые учатся в 760-й школе города Москвы, проводили эксперимент, они зомбировали, не поддаются даже. Были в советское время такие эксперименты. У них великолепная психическая устойчивость и самостоятельность. И внимание длится весь урок. Мы были в Икшурбоде, здесь. Там Наталья Геннадьевна Вархушева, мало ли кто знаком. 10 лет уже применяет эту методику. У нее дети не сидели подряд более 4 минут. Понимаете? Внимание было сосредоточено до конца урока. Там 2 минуты в конце один человек только начал немножко отвлекаться. Это 24 человека у нее в классе. Вот. Ну, нарушение осанки, понятно. В такой позе что может произойти? Я вот лично не знаю ни одного взрослого человека, у которого бы все в порядке было с осанкой. Вот вообще ни одного. Знаете вот такого? Я думаю, что нет. Органы дыхания. Приезжаем мы после командировки к директору, я тогда еще в гимназии работал. Заходим в класс Базарного. Спрашиваем, как у вас дела? А тут карантин, коронавирус, все на больничном. Учитель нам говорит, вы знаете, слушайте, удивительное дело, никто не болеет у меня. В соседних классах до 20% выбывших. Второй класс тоже заходим, то же самая картина. Вот у Натальи Геннадьевны Вахрушевой тоже по общению. 1 человек максимум, она говорит, болеет. По данным исследований в 5 раз уменьшаются пропуски по болезни. То есть посещаемость в 5 раз растет. Следующий слайд, пожалуйста. Как появилась эта методика? С чего вообще вот началось? После того, как Владимир Филиппович заметил, что он стал гораздо чаще оперировать, он попросил себе лабораторию и ушел в науку. Соответственно, более 10 лет он исследовал каждую причину, по которой возникают какие-то вот заболевания. Что на нас влияет на уроке? Да все влияет. Цвет стен влияет. Вот эти острые углы влияют. Влияет, как долго мы сидим, наша поза. Влияет, куда мы смотрим. Можно кого-нибудь сюда? Задние ряды. Да. А можно вас пригласить там, девушка в платке? Нет? Не бойтесь. Да, давайте посмотрим. Вот, например, что нам законы физики говорят о том, как наша поза влияет на наше здоровье. Повернитесь, пожалуйста. Чем? Боком. Боком к аудитории. Наклоните голову, пожалуйста, вперед, как будто вы пишете контрольную работу. Очень прямо напряженно. Только голову? Да, голову. Ну, можете еще и тело немножко наклонить. Да. Смотрим внимательно. Физику вспоминаем. Голова — центр тяжести. Место крепления, сила реакции опоры. Вот это расстояние — это рычаг. Здесь мышцы, которые компенсируют силу тяжести, которую давит на центр тяжести головы. Что происходит? Это статическое мышечное напряжение. Статическое мышечное напряжение равно стресс. Вот это место, оно до того вот окаменевшее бывает, что
Ну прям вот прикасаешься и камень, и головные боли у детей в буквальном смысле возникают. Вот. Спасибо большое, так долго держать нельзя, нет. Спасибо большое, что поддержали. Вот. Это тяжело держать, наверное. Вы представляете, как дети пишут? Шариковой ручкой особенно. Это же удивительно. А вот теперь вот так просто боком поверните, вы на меня хорошо смотрите, немножко приподняв голову. Смотрите, центр тяжести совпал с его реакцией опоры. Здесь шея расслабилась, импульсы пошли гулять туда-сюда. И кровообращение пошло в голову. Благодарю вас. Благодарю вас, да. Спасибо большое. Как вас зовут? Раиса. Раиса, давайте похлопаем. Не побоялась. Вот. Эта методика прошла несколько циклов испытаний. Первый в советское время. До того, как попала на стол Академии наук. Второй цикл. После того, как она попала, вышел приказ советский о внедрении по некоторым регионам и более широкому испытанию. Этот приказ 1346Н на 12-ю пятилетку, где методика внедрялась избирательно. Дальше вышли методические рекомендации Минздрава РСФСР, которые вы можете найти в базе «Консультант Плюс» в 1989 году на основе вот как раз вот этих вот испытаний. Эти рекомендации действовали вот прям юридически, должны были соблюдаться до 2020 года. Дальше следующий слайд. Потом, после крушения Советского Союза, у нас произошло много трагедий. Вот. И это также повлияло на внедрение методики, потому что в ЦК, в Центральном комитете партии, было принято решение внедрить во все школы Советского Союза. Отдали туда Республику Коми. В начале 2000-х годов Коми провели повторную экспертизу. Повторную экспертизу подписали вот академик Баранов, директор научного центра здоровья детей, директор НИИ гигиены Кучма, и было выдано санитарное заключение. Здесь список исполнителей, все с научными степенями. Дальше, пожалуйста, слайд. Дальше. Следующий слайд. Вот, это Владимир Владимирович в этом классе, в таком побывал, в 2011 году. Когда у нас была трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС, Владимир Владимирович заодно приехал, и ему показали вот такой класс. По отзыву учителя он вникал, он расспрашивал, что к чему, почему, как. Губернатора спрашивал, почему вот других школ-то нет в области с такими технологиями. После этого в 2012 году появился указ, когда здоровьесберегающие технологии уже обязаны быть внедрены в каждую образовательную организацию. Там даже школами не ограничивается. Вот, указ от 1 июня 2012 года. Родители, запомните это. Это вот как раз нормативная база начинается, когда ей можно пользоваться для того, чтобы объяснять чиновникам, что у нас нужно внедрить эту методику. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше следующий слайд. Эту директиву, этот указ исполнили в Белгородской области. Это Баженов, депутат Государственной Думы. 350 школ из 565, сейчас уже больше, внедрена эта методика. Выпущены региональные методические рекомендации, и там это все системно функционирует. Следующий слайд.
А как эта методика уже сейчас отражается на детях? Вот в Ленинградской области у нас провели тоже эксперимент. Взяли 3 класса. Первый оборудованный по методике Базарного, где оставлены тренажеры, парты, конторки, массажные коврики, мешочки на голову. Вот. И что получилось? Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот это 2 класс взяли, где только парты и конторки. Следующий слайд. И 3 класс взяли, где добавили физкульт-минутки по просьбе родителей. Постоянно на переменах проводили физкультуры, увеличили количество уроков физкультуры и к чему пришли. Смотрим результат. Следующий слайд. 1 класс. Было больных детей 63%. Проверял всего 5 диагнозов там. Поэтому такие проценты. Было 15 человек, стало 2 человека. На 55% уменьшение. Следующий слайд. Ой, прошу прощения. Следующий класс. На 31%. И физкультура что нам дает? Всего 16% уменьшения. Дальше следующий слайд, пожалуйста. Как эту методику применяют за рубежом? Вот, пожалуйста, тоже частная школа в Соединенных Штатах. У них есть свой доктор Базарный. Левин, фамилия. Следующий слайд. А это детский сад, где детки занимаются стоя. Сразу скажу, что для своей дочки и сына сделал стоячее рабочее место. Вот как только узнал. Это было примерно 10 лет назад. Убрали все игры на полу и все остальное. Поначалу тяжело было стоять. Купили ростомерный стул под рост, чтобы стол соответствовал росту и удобно было лепить, рисовать, собирать конструкторы там и все такое прочее. И результат не заставил себя долго ждать. Ребенок был как раз усидчивый, долго стоять не мог. Ну, примерно месяц, и все изменилось. У ребенка стали, вот, не знаю, как шило в копоть. В хорошем смысле. То есть глаза стали постоянно гореть, внимание увеличилось. Осанка сразу начала выправляться прямо на глазах. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь элементы методики. Это класс в Азербайджане, где методика Базарного — это президентская программа. Владимир Филиппович там прямо был назначен на должность помощника министра образования. Какие элементы мы здесь видим? Базовая смена поз, парта и конторка. Массажные коврики видим. Видите, ни одного острого угла. Все заштукатурены. Как раньше, помните, старые здания, еще сталинские здания, ну и дореволюционные, вот в Питере очень красивые. Тоже ни одного острого угла. Все углажено. Здесь острые углы на стенах затушеваны деревьями. Это сенсорные кресты мы видим для того, чтобы подвешивать методический материал. Вот там плафоны видно, да, лампочки по углам класса. Это зрительно-вестибулярный тренажер «Бегущие огоньки». Ну вот так выглядит класс. Следующий слайд, пожалуйста. Ну базовые это гимназия наша, значит, конторка и парта. Как проходит обучение? Ширина парты такая же, как и конторки, и такая же, как половина от стола обычного. Парта и конторка занимают по ширине столько же места. И тоже 2 человека за этим местом занимаются. Через 10 минут мальчик с девочкой эти поменяются местами. И так, пока идет урок, каждые 10 минут идет смена поз. Сразу скажу, что 2 недели нужно обучать детей, когда это вводится. Потом смена мест вместе с пеналами, с учебниками и с рюкзаками занимает до 10 секунд. Очень быстро все это.
И это детей очень хорошо переключает и восстанавливает от их от напряженной работы. Как глоток воздуха небольшой, смена поз. Дальше, пожалуйста. Как регулируется конторочка? Нижний край столешницы выставляется по солнечному сплетению. Это ямочка вот здесь у нас, под грудиной. Следующий слайд, пожалуйста. Да, видно, что маленькие конторки ставятся впереди, а высокие побольше. Дети стоят за ними на массажных ковриках, носочках. Почему? Плоскостопие – это тоже бич современности. Почему в советской армии не брали с плоскостопия? Потому что плоскостопие показывает, развита стопа или нет. Элементарно в лесу военнослужащий бежит куда-то, наступил на кочку какую-то, ногу подвернул мгновенно, все, он не способен. Это лишняя проблема. Сейчас у нас сплошь и рядом плоскостопие. Причина плоскостопия – мы сидим, перекрываем кровоток. Детей с плоскостопием, сразу скажу, надо активизировать. То есть чаще менять позу, чаще. Они не могут выстоять 10 даже минут. И в каждом классе, практически в городах крупных, такие дети есть, к большому сожалению. Но если мы этого не сделаем, у них только все усугубится. Дальше, пожалуйста. Как расставляются конторки? Ну, такой вариант. Следующий слайд. Такой вариант с солнышком. Это в Белгороде прямо применяют. Дальше. Следующий вариант. Такой, когда групповая работа идет. Следующий слайд. Что делает эта конторка? Она выставляет на позвоночник ровно. У нас каждый орган, вот видите там сколько органов, каждый из них должен синхронно работать с остальными, получать нервные импульсы, кровоток получать, отправлять сигналы обратно. Все это должно функционировать как единый оркестр. Зажимов не должно быть. Дальше, пожалуйста. Это прямая профилактика без нарушения осанки. Ну, как я уже сказал, результаты в интернете 90% сняли диагноз. Дети при таком варианте обучения. Следующий слайд, пожалуйста. Конторки могут выставляться как в начальной школе, так и в средней школе. Это фотографии из гимназии, в классе, где я работал, в том числе задним рядом и сбоку. Следующий слайд. Вот, это уже другой класс, класс математики. Тут еще сзади ряд конторок. И ребята у нас говорят, что стоя лучше соображают. И учитель прямо говорит, что дети, которые стоят, всегда соображают лучше. Можно вопрос? Да. А вот самовакцинация приходит со своими нормами и правилами. Вот тут как с ними быть? Ну, как принимать проверки, вы Расстояние лучше между меня знаете. людьми. Вот. Вот. Там же много очень вопросов, вот я посмотрела на слайде. А здесь какие вопросы? Нет, ну там, во-первых, обязательно цвет с левой стороны, расстояние между партами должно быть. Это Вы про нормально. предыдущие слайды? Да, вот. Рассказываю вам Ну, про... есть какой-то документ, чтобы, например, допустим, вот нам понравилось все, да, мы взяли за это. Тут страховочный какой-то документ есть. У вас главный документ – это санитарное заключение. Оно единственное на режим Да, обучения да. такой. Вот. К сожалению, вот современный Санпин так написан, что ну, Нереально его. таких слов вот приятных в адрес него нету. Понимаете? Вот. Тем не менее. Там даже парта, которая была прописана в 10-м Санпине, который на основе вот той экспертизы был сделан в коме, и конторка была, и градусы, значит, 15-17 градусов угол, и все остальное было. Там вообще одно упоминание только задним рядом и все.
Но здесь коллизия возникает. Мы уже писали в Роспотребнадзор, наш федеральный, что... А как вот? Есть дети, которые по зрению не могут сидеть дальше второй парты, дальше первой. Как они на заднем ряду будут стоять? Как им вообще? Нам сказали, что спасибо, мы будем разрабатывать новый санпин, и это учтем обязательно. И освещение. И в Ленинградской области, по крайней мере, ну это школа, как бы там все равно все школы, но не может Роспотребнадзор сейчас в Удмуртии ни одну школу закрыть. Знаете почему? Потому что они переполнены. Все понятно. Штраф Никита наложит. Ну, штраф наложат. Вы знаете, что если они не наложат штраф, то их там самих. Вот. Это не значит, что ничего не надо делать. Это значит, что, вот, например, в Ленинградской области мы напрямую связались с Роспотребнадзором, и нам сказали, что вот эта норма, что конторка на заднем на заднем ряде должна быть, мы на нее не будем обращать внимания. Ну просто потому, что реальный конфликт интересов возникает. Здоровье ребенка и одних норм, и других норм. Вот. Поэтому вообще связь с ними нужно держать. И нам сказали из Белгорода, вот я вам показывал, солнышком стоят, полусолнышком, полукругом конторки. Вот они реально так ставят на уроках. Но когда Роспотребнадзор приходит, все делается параллельно и перпендикулярно, понимаете? Надо золотую Вот середину так. найти в этом. То есть они вот так взаимодействуют. То есть между проверками учат нормально, а потом составляют как надо. Вот и все. Противоречие. Я думаю, что где у нас нет противоречий, к большому сожалению, сейчас в законодательстве. Дальше следующий слайд. Можно вопрос? Да, да. Почему кто-то стоит, а кто-то сидит? Как это выбор? Ну, в данном случае здесь старшие классы, здесь дети сами регулируют, кто стоит, кто сидит. То есть они сами уже между собой договариваются. Нет, они понимают, что это? Вот которые Контроль? снизу сидят, которые сидят, Это это классы. пальцем, да? А это просто пальцем. Нет, это парты, они встают, берут вещи, меняются местами, также на уроке, и все, и Почему обратно. не все стоят? У нас только в Ялте 7-я школа есть, которая еще с советского времени работает, там все конторки в классе, там нет сидячих мест. Это удивительно, ну, к нам с Украины такой подарок пришел. А так у нас везде стоячие, сидячие места. Почему? Потому что многим детям все-таки, вот, это уже старшие классы, у них букет, к сожалению, заболеваний. Знаете, заболевание такое, варикозное расширение вен называется. От чего? Продукты жизнедеятельности клеток не могут вывестись. Почему? Потому что недостаточный кровоток. Мы сидим, пережимаем сосуды, и там образуются вот эти вот отложения в клапанах на венах. И вены расширяются. Соответственно, клапаны не работают, давление уходит вниз, отеки на венах, давит, стресс, ну и так далее, и тому подобное. Вставать не будем, вообще будет все плохо. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. Это у нас директора школ так работают. Это директор интерната. Вот. Для детей. Сколько такая конторка стоит? Слушайте, живи стоя наберите. Вот такая конторка. Живи стоя? Живи стоя, да. Живи стоя наберите, пожалуйста. Дальше, следующий слайд, пожалуйста. Это решение для офисов. У нас после того, как Владимир Филиппович Базарный в 2005 году в ПАСЕ выступил в парламентской ассамблее Совета Европы, государства Европы, Швеция и Швейцария выпустили законы, что бесплатное рабочее место обеспечивается работнику, кто изъявил желание, стоящее бесплатное рабочее место. У нас товарищ в Швейцарии, который нам помогает, как раз воспользовался этим. И вот, пожалуйста, вот такие варианты. IKEA производит такие столы до сих пор. Дальше, следующий слайд, пожалуйста. Очень вам рекомендую вот так работать. Я сам уже давно за компьютером работаю стоя.
Ну, здесь вообще еще есть беговой Что дорожка. за стул у девушки? А? Это стул такой, да? Это стул такой. Ну, видите, это промежуточный вариант. Все равно тут уже 2 точки опоры, да, или 3. Но все равно он лучше. Он лучше, чем обычно. Здесь хотя бы кровоток идет в ноги. Да, стоят на массажных ковриках дети. Можете просто посмотреть, пощупать. Реально вот на этих ковриках дети стоят. Эти коврики что делают? Они заставляют ребенка постоянно переступать ногами. То есть добавляют ему двигательную активность. Плюс непрямой массаж всех внутренних органов, биологически активной точки которых выведена на стопу. Дальше следующий слайд, пожалуйста. А что мы видим обычно? Да? Вот, пожалуйста, тугая обувь. Что происходит с ногой ребенка во время того, как он входит в школу? Нога постепенно что делает? Растет. То есть вы никогда не убережете от момента, когда обувь будет всегда свободной. Всегда наступит момент, когда давить начнет. Если обувь давит, кровь как губка выжимается, кровоснабжения нет, ну и так далее и тому подобное. Стопа слабее. Дальше, пожалуйста. Да, вот, пожалуйста, как раз пример. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд. Да, очень рекомендуется все же все это применять. Вот вы видите более остренький коврик. Детям даже иногда бывает больновато поначалу, но чем дальше, если стоим по чуть-чуть, то время стояния постепенно увеличивается и постепенно ребенок привыкает. И чем, кстати, вот такой коврик лучше? Здесь у стопы образуется свод, который в норме должен быть. Свод, который будет держать эту стопу. В норме. Следующий слайд, пожалуйста. Следующее, это у нас есть тактильная потребность. Мы все знаем с вами, что дети грызут пасту от ручки постоянно, мажутся, стирательную резинку жуют, что-нибудь еще делают. У них здоровая тактильная потребность. Так же, как на стопах, должны постоянно неровности ощущаться. Также и на ладонях. Для этого есть массажные мячики. Простой, такой дешевый инструмент. Чем они тверже, тем лучше. Дальше, пожалуйста. Или сосновые шишки. Вот мы были в Нижнекамске, и там нам предложили такой вариант. Мы, говорит, собираем шишки, зимой в лес выходим, ой, не зимой, прошу прощения, осенью в лес выходим, собираем мешок шишек и постоянно вот детям даем. Да, они, конечно, рассыпаются зимой, да. Мы к этому готовы, и просто уборщица убирает это все вечером, как обычно. Нормально абсолютно. Вот Нижнекамск, школа, детский сад номер 64. Дальше следующий слайд, пожалуйста. Да. А вот мы видим на руки тоже, что здесь выведены все органы. И все эти органы должны массажироваться постоянно. Дальше следующий слайд. Кроме того, что индивидуально каждый имеет свой мячик, на физкульт-минутках можно вот такие приемы делать. Когда каждый прокатывает и еще включает акупунктуру на спине у своего соседа. Дальше. Это срез больших полушарий головного мозга, двигательной области. Мы видим, практически половина это рука. О чем это? О том, что развитый мозг может сформироваться только тогда, когда у нас идет постоянное рукотворчество у детей. Следующее лицо – это мимика. Вот это тоже
практически треть от этой области – это культура нашей речи, культура выражения эмоций, как развита у детей, в норме должна быть. Ну и остальное это так, по остаточному принципу. То есть у нас должно быть постоянно рукотворчество и речетворчество. С самых вот молодых ногтей. Дальше, пожалуйста, следующий. Следующий элемент это сенсорные кресты. Вот такого не видно. Как мы видим, там есть механизм, который позволяет регулировать по высоте. Что там размещается? На этих крестах размещаются, вот, например, такие карточки, которые дети потом перемещают на доску. Что на карточках? Вы можете предложения там составить, можете круговые примеры по математике расположить, можете еще много чего сделать. Чем крест отличается от обычной стенки? Он постоянно колеблется, у него одна точка опоры, и за счет этого привлекается внимание всегда. Статический объект через 7 секунд вызывает отторжение автоматически, если там нет специальной информации. Шведская стенка. Какая динамика роста у нас в классах базарного? Вот видите, красная линия это как дети растут обычно, на каникулах. По зеленой кривой дети растут постоянно в классах базарного. Следующий элемент это бегущие огоньки. Вот видно, это lecture body класс, они заряжены, горят. Это пульт, 8 скоростей, одна кнопка, грубо говоря. И вот они выполняют эту методику. Тренажи. Следующий, это то, что мы с вами делали, это система универсальных сим. Вот такая схема делается во весь потолок. Она работает в 3 режимах. Первый режим, когда дети непосредственно занимаются просто на уроке. Вот эта схема, она сама по себе привлекает внимание, и дети автоматически начинают делать упражнения на глаза. То есть они начинают неосознанно следить по стрелочкам. Для этого именно во весь потолок. Стрелка вниз, пожалуйста. Вот, это класс в Казани, как вы видите. Пожалуйста. Следующий слайд. Вот. Это как дети по этому тренажеру занимаются. Вот видите, как у девочек особенно, назад даже позвоночник. У нас вообще в норме, как назад, так и вперед практически должна спина гнуться. Я вот провожу это в семинаре. У некоторых учителей даже шея не поднимается высоко. Настолько вот все закостенело. Разминка всего тела. Вот этот тренажер дает эффект гармонизирующий, расслабляющий такой больше. Следующий слайд, пожалуйста. Да. Это тоже дети в Казани занимаются по этому тренажеру. Следующий слайд. А это вот как раз тот пример, когда дети просто непроизвольно ловят глазами свои стрелочки. Дальше, пожалуйста. Следующий элемент это доски для письма. Эта доска с виновкой, с клеткой позволяет уменьшить стресс, когда детям очень сложно маленькие буковки начать писать. Увидеть клетку им сложно в тетради. Ну, вы сами это все знаете лучше меня. Соответственно, здесь объекты крупные, легче сконцентрироваться, меньше стресса. Пожалуйста. Следующий. Следующий слайд, пожалуйста. Это методика обучения письму. Начиная с досок, потом карандаши мягкие, желательно механические. Почему? При давлении ломается. Шариковая ручка требует постоянного давления.
Давление, напряжение мышц это стресс. 15 минут статического мышечного напряжения, соли кальция оседают в сосудах и больше не возвращаются в наши кости с хрящами. Следующий слайд. Да, перьевое письмо. Есть у нас 3 вида ручек. Это перо, перьевая ручка и шариковая ручка. Перьевая ручка требует давления или нет, как вы думаете? Требует, да? Перьевая ручка не требует давления, но и не требует давления, но и позволяет давить. Это удобный инструмент. Но почему именно перо? Потому что только перо, оно острое у нас. Оно острое и оно делает так, что невозможно писать, пока мы не расслабим руку. И только при письме пером, при обучении именно пером, у нас будет неуклонно падать стресс на уроке. Вот вы можете посмотреть советское перо, потом можете смотреть перьевые наборы такие, что производится. Дальше следующий слайд, пожалуйста. Японские топ-менеджеры полчаса в день занимаются каллиграфией. Почему? Потому что это единственный род занятий, когда у нас максимальное число областей головного мозга. Следующий слайд. Соответственно, в 1967 году у нас была изобретена шариковая ручка. Что мы получили? И нам говорят, скоропись. Если вы найдете старых профессоров в вузах, они вам скажут, что лекции раньше читались в темпе чтения лекций. То есть все записывалось. А сейчас у нас скоропись есть, а все задиктовывается. Как так? Так выяснилось, что этот инструмент, шариковая ручка, она требует постоянного давления. Постоянного. Чернила там вязкие. Если чернила будут жидкие, они будут вытекать сами, как перьевой ручкой. Из-за этого голова склоняется, и это еще один фактор, по которому даже ритм сердца сбивается, понимаете, и возникают головные боли у детей от шариковой ручки. Поэтому в наших классах карандаш, в Швейцарии, кстати, в школах карандашом пишут. Карандаш, потом перо, потом перьевая ручка. Следующий слайд. Ну, вот пример. Дальше. Дальше. А это уже каллиграфия, это более тонкий инструмент, это кисть. Кисть, она еще более мягкая. Помимо того, что она острая, надо вообще очень легко прикасаться ей, чтобы вот такие вот кривые выписывать. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Дальше это про каллиграфию. Следующий слайд. Вот это у нас один из примеров гармоничных прописей из Российской империи. Прописи тоже должны быть сделаны по золотому сечению. Знаете, закон гармонии. Вот сейчас, буквально 2 месяца назад, вышли в печать первые прописи, сделанные главным нашим каллиграфом Петром Петровичем Чубитько по золотому сечению вместе с Бийской гимназией. Дальше, пожалуйста. Да. Вот смотрите, какая гармония. Дальше. А вот что нам предлагает методист по фамилии Люхина. Вот такие мелкие строчки. Наклон редкий. Откуда у ребенка возьмется метрика? Откуда? Откуда будут ровные буквы, если косые линии очень редкие? Ему некуда привязать свою линию, ручку свою. Следующий слайд. Ну вот это эти прописи, собственно. Дальше.
Следующий слайд. Следующий слайд. Следующий слайд. А вот шедевры, которые нужно выводить. Дальше следующий слайд. Каллиграфия напрямую с работой мозга. Да. Следующий слайд. Следующий слайд. Следующий. А вот с чего начинается. Это первый прием для того, чтобы начать у детей разрабатывать руки. Каждый пальчик в отдельности. Это тоже методика Базарного. Напальчник с кисточкой. Следующий слайд. Следующий элемент – это экологическое панно. Это большая картина на стене, на которой можно работать и проводить уроки. Обязательные условия: ширина не менее 2 метров, выше взгляда ребенка и для наличия горизонта. Зрение у нас расслабляется только тогда, когда мы смотрим в бесконечность. Когда мы воображаем и смотрим вот на такую вот нарисованную бесконечность, у нас память моторная, и на небольшой промежуток времени глаза все равно расслабляются. Дальше, следующий слайд. Вот это в Владимирской школе проводит урок по окружающему миру. И по математике считают количество уток, грибов и так далее. То есть это такой хороший инструмент для учителя проводить уроки. Дальше следующий слайд. Следующий слайд. Следующий слайд. Следующий слайд. Следующий слайд. Следующий элемент — это мешочек на голову, когда мы просто можем, поместив мешочек, сохранить осанку для того, чтобы дети привыкли ее держать. Дальше следующий слайд. Следующий элемент — это зрительные траектории. Несмотря на то, что объект статический, траектории заставляют глазную мышцу работать, проследить и внимание удержать на этой траектории. Следующий слайд. Следующий — это уже траектория на полу. На переменах структурирует работу детей на переменах. Дальше. Дальше. Вот. Это зрительные метки, так называемые, когда мы ответ ищем на стенах и указываем его. То есть двигательные компоненты с поиском совмещаются, повышается интерес к учебе и ребенок двигается. Следующий слайд. Ну вот, здесь еще следующие зрительные метки, когда уже позу надо изобразить. То есть не отвечать, а позу изобразить. Следующий слайд. Следующий слайд — это балансировочная доска. От вестибулярного аппарата у нас идет все развитие. Речь, ходьба, координация. Ребенок в первую очередь учится ходить, держать свое тело. Поэтому тренировка на переменах на балансировочной доске. Следующий слайд. Следующий слайд. Это уже вообще подвижнее. Следующий слайд. В некоторых школах такие плакаты есть. Представляете? Можно бегать. Директор понимает физиологию. Так дети нужны. Следующий слайд. Следующий элемент — это хоровое пение. Хоровое пение, оно по закону, который вывел Владимир Филиппович Базарный, позволяет возвыситься над суетой и посмотреть по-новому на обыденные ситуации. Следующий слайд. Вокалотерапия. То есть на каждом уроке, по идее, 2 минутки можно и песню попеть. Советскую, добрую, хорошую. Следующий слайд. Вот. Это пример работы. Следующий слайд. Это раздельное параллельное обучение. Практически такой же эффект дает как базовый элемент контроль по здоровью. В школе номер 15 у вас царапали здесь рядом.
это используется. В таких школах по России практически нет разводов. Ну и много чего еще происходит. Следующий слайд, пожалуйста. Мальчики и девочки разные существа, и из-за этого интересы у них абсолютно разные. Разные предметы им интересны. И урок математики объяснять нужно на разных предметах. Мальчикам нужно на примере врагов, каких-то больших объектов, механизмов, путешествий, девочкам только, девочкам совершенно других. Вот, давайте будем заканчивать. Посмотрим. Соответственно, я просто пролистаю. Вы посмотрите, что реально очень много даже методических рекомендаций по индивидуальным, по мальчикам и девочкам. Работоспособность разная, в начале, в конце урока, в середине. Игры по-разному. Методичка вот выпущена, как проводить уроки для мальчиков и для девочек. Вот они, рекомендации. Вот это детские площадки. Старые. У мальчиков есть программа преодоления, программа игр с опасностями, которая обязательно должна быть в их жизни, иначе они не получат мужской гормон тестостерон. У нас сейчас мальчики 16 лет, на 3 месяца беременности находятся под гормональным фоном. Исследования московских врачей. Ну и вот результаты. Вы нам оставите? Я это все вам оставлю, да. Низкий уровень тестостерона, жир это гормональный орган, вырабатывает эстрогены. Полные мальчики, они, к сожалению, даже вот по Есть характеру... медицинские противопоказания в этом классе сейчас? Класс мальчиков? Нет, вот в классе вот по такому методике есть какие-то противопоказания медицинские? Если уже ребенок в 1 класс пришел полный, ему же тяжело будет стоять. Смотрите, вот надо подумать о будущем. Я говорил, что когда ребенок такой полный, 2-3 минутки надо, чтобы стоять. Это можно. Слушайте, врачи бывают разные, но я еще не видел никого, кому написали бы, что стоять нельзя. На остановке общественный транспорт стоим по 10 минут, по 15 секунд, совершенно. Какие результаты раздельно-параллельного обучения? Это только раздельно-параллельное. Вот. Пропуск уроков снижается в 4 раза. Мальчики на 6-7 сантиметров выше вырастают сверстников. У девочек высший репродуктивный потенциал, лучшая осанка, зрение и слух. Артериальное давление, проблемы в 2 раза меньше. Вот. За чей счет это все делается? За чей счет? За чей счет где делается? Конторки, пособия. Дома, естественно, за счет родителей это делается. В школе? У нас разные случаи бывают. Есть депутаты, например, которые оплатили классы. Есть даже родители, которые некоторые элементы оплатили в классах. Есть просто, когда школа за счет собственных средств сделала. То есть это разные ситуации бывают. Если интересно, могу дать образец для написания на предприятия какие-нибудь. То есть есть случаи, когда предприятия финансируют школы. А как в Якшурбоде Да, за счет своих собственных средств. Вы будете удивлены. Но в Ижевске вот пока нет. Но вот буквально на этой неделе мы поставили там в Ижевске первую школу, так, для пробы, для контрольной. Первую школу. 58, да, первую школу. И то благодаря родителям, потому что она к нам пришла и попросила очень настойчиво, что ей нужны, чтобы попробовать. Каждый учитель может сделать даже без конторика. Это буквально на 1 минуту нужно каждые 10 минут поднимать. Это тоже исследование. Но это элементы. Это будут элементы, да. Это будут элементы.
Но даже без конторы, вот, когда мы на стенах материалы размещаем на крестах, ну, и даже если нет крестов, просто на стенах, и поднимаем детей, зрение в Собинке, Владимирской области, город Собинка, увеличилось на 0,2 после первого года обучения. Даже без конторы, без всего, просто вот за счет элементов. Все написали свои контакты? Как не дошло? Я вам сброшу фильмы познавательные. Там и учитель из Икшурбоги выступает, и материалы, и книги, и группа ВКонтакте, где вы видите классы вживую, которые мы сделали. В Иркутске вот 5 классов сделали, 8 только.